Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и замминистра Беслан Чкадуа на расширенном брифинге рассказали о ситуации на улицах и трассах республики, о том, как идет борьба с наркобизнесом и незаконным оборотом оружия, а также о том, как милиция справляется с возросшими нагрузками в курортный сезон. В разы произошло сокращение тяжких преступлений в отношении людей, которые приезжают к нам для отдыха. И это вот все к тому, о чем было сказано выше, что та профилактика и те мероприятия, которые проводятся, работа, направленная на предупреждение и пресечение преступлений, она дает свой результат. И, конечно, в летний период в основу взята безопасность граждан, не только наших, но и людей, которые приезжают к нам с целью отдыха. То есть вот эти результаты, я хочу сказать о том, что говорят, что вот та работа, которая проводится, и патрули, и вот эти новые группы, которые были созданы по поручению министра, куда входят спецподразделения, вот вся эта совместная деятельность, она как бы нацелена на именно вот на такие результаты. Чтобы курортный сезон прошел спокойно, милиция перешла на усиленный режим работы. В Сухуми с 10 августа вечернее патрулирование ведут смешанные группы. Сотрудники уголовного розыска, общественной безопасности, наркоконтроля, спецназ. Новый формат работы и усиленное профилактическое присутствие уже дают измеримый результат. Как отмечают в ведомстве, криминогенная ситуация находится под полным контролем, а показатели тяжких посягательств существенно снизились. В 2025 году было зарегистрировано 28 преступлений в отношении отдыхающих, из которых 13 были тяжкие. Раскрыто было 19. В 2026 году было зарегистрировано 22 преступления всего в отношении отдыхающих. Это статистика с мая по июль, то есть по сегодняшний день, грубо говоря. Не менее напряженная ситуация на дорогах, но современные технологии доказывают свою эффективность. На республиканской трассе уже работает 35 комплексов автоматической фиксации нарушений. Они помогли снизить среднюю скорость потока. Лихачей на трассе стало заметно меньше. В планах ведомства масштабировать проект «Безопасный город» на улице столицы и других городов, чтобы бороться с пробками и хаотичной парковкой. Скоро у нас начинается учебный период. Школы и другие, скажем так, заведения, которые все-таки из-за чего на улицу будут въезжать огромное количество наших граждан. У нас зачастую, вот, если возьмем, к примеру, город Сухум, в утренние, обеденные периоды, огромные пробки образуются. Соответственно, что мы сейчас работаем над этими вопросами. Работа ведется следующим образом, что мы получаем практику, в первую очередь, уже передовых, так скажем, технологий в различных городах Российской Федерации, где уже применяется это оборудование для того, чтобы фиксировать эти нарушения, неправильные парковки и многие-многие другие способствующие созданию таких ситуации в городе. Серьезной проблемой остается борьба с наркопреступностью. За минувшие полгода правоохранители зафиксировали 97 таких фактов и изъяли крупные партии наркотиков. Однако в ведомстве открыто заявляют, одними задержаниями и силой эту проблему не победить. Необходима единая государственная стратегия, объединяющая раннюю профилактику в школах, обновление в наркологическом диспансере и эффективную реабилитацию зависимых. Привлечено к уголовной ответственности 86 лиц. Представляете, это все те люди, которые, в принципе, напрямую имеют отношение не к потреблению наркотиков, а к распространению, обороту наркотических средств. Выявлено также 10 закладчиков, если так взять цифры, 3 преступные группы. Когда мы говорим о преступных группах, мы должны понимать, что преступные группы – это те, скажем, группы лиц, которые непосредственно организовывали каналы поставок в Республику Абхазия. Мы сумели наладить тесный, очень конструктивный контакт с нашими коллегами из Российской Федерации, так как мы сегодня видим, что основной поток наркотиков идет из России. Мы с ними наладили контакт, и у нас есть результаты по предотвращению каналов совместных, по задержанию
организаторов канала на территории Российской Федерации. Одной из острых тем остаются бытовые конфликты с применением оружия. С 2022 года в стране выдано более 7 тысяч разрешений на нарезное краткоствольное оружие. Из них почти 1745 именно на ношение. В министерстве констатируют, люди из-за пустяковых поводов пытаются решить вопросы с помощью пистолетов, доходя до случаев, когда брат стреляет в брата, а сосед в соседа. Из-за такой доступности оружия, по словам КИУТ, любая бытовая стычка дома или на дороге рискует мгновенно перерасти в конфликт со смертельным исходом. Мы ни в коем случае не говорим о полном изъятии оружия у нашего населения. Многие, мы понимаем, что традиционно подходит, что у мужчины, у абхаза должно быть наличие оружия. Пожалуйста, проблем никаких нет. Есть оружие у резервистов, есть оружие у обычных граждан, кому позволительно сегодня по определенным, скажем, законным требованиям носить, либо законным, скажем, критериям, если он к ним подходит, то он имеет право его оформить. Пожалуйста, может его хранить у себя дома при особых условиях. Из числа изымаемого оружия, которое сегодня законом непригодно для использования. То есть это в основном пистолеты, переделанные из охолощенного в боевой. Такая проблема у нас существует. Это связано с тем, что на территории Российской Федерации этот вид оружия, то есть охолощенный, в свободной продаже находится, его можно спокойно привезти в Абхазию. Наши умельцы, дельцы быстренько его переделают в боевое. Соответственно, эта конструкция, в первую очередь, очень опасна для использования. Она не подлежит ни регистрации, она подлежит только изъятию и утилизации. Но при всем при этом она имеет квалификацию оружия как боевое, и наши граждане, к сожалению, великому, попадают под уголовные статьи из-за его незаконного ношения. Отвечая на вопрос журналиста о том, не стоит ли привлечь к охране общественного порядка силы стратегического партнера России, глава МВД ответил принципиально. По словам Роберта КИУТ, внутренние вопросы страны должны решаться собственными силами, опираясь на собственные законы и понимание национального характера. Внешний фактор работы с нашим населением в категорической форме неприемлем. Я против такого рода действий, а скажу вам почему. В первую очередь, спасибо, что люди понимают, что сотрудники работают на износ, это действительно так и есть. У нас такое понятие, как выходные дни, не должны существовать, потому что мы охраняем покой и порядок в нашей стране. Что касается применения практики, в том числе наших российских коллег, она в Абхазии работать не будет. У нас есть свой подход, у нас есть свои понимания, тем более помощь каких-то других ведомств или подразделений в нашей стране, я считаю, это не столь необходимо. Я считаю, категорически ненужной, даже могу сказать так. Мы сами можем справиться. В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что рейды и патрули – это по большей части меры реагирования. Но основа проблемы в несовершенных законах. Без политической воли, жестких санкций и тотального контроля за оружием навести порядок на улицах не удастся, так считают в МВД. Потому что безопасность государства – это общая задача для силовиков, депутатов и всего общества. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.